Предприятие «Тассуряхнефтегазодобыча» – дочернее общество Роснефти. Ведет производственную деятельность на территории Республики Саха-Якутия. Среднебутуобинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 140 километрах к северо-западу от города Ленск. Основная деятельность – добыча углеводородного сырья и геологическое изучение недр. Предприятие входит в тройку самых крупных активов Роснефти в Восточной Сибири с уровнем добычи более 5 миллионов тонн нефти в год. Ведет разработку центрального блока Среднебутуобинского нефтегазоконденсатного месторождения и 11 лицензионных участков общей площадью 62 тысячи квадратных километров. На месторождении построены центральный пункт сбора нефти, газотурбинная электростанция, приемно-сдаточный пункт в городе Ленске, нефтепроводы. Общая площадь лицензионных участков Среднебутуобинского месторождения составляет более 1400 квадратных километров. Эксплуатационный фонд превышает 400 скважин, протяженность трубопроводов 520 километров, воздушных линий электропередач 500 километров, автодорог 260 километров. Добыча нефти на Среднебутуобинском нефтегазоконденсатном месторождении ведется с учетом уникальных геологических условий, низкого градиента температуры пластов, тонкой нефтяной оторочки и наличия газовой шапки. В таких условиях даже традиционные методы добычи требуют особых технологических подходов. У нас два продуктивных пласта здесь. Это Бутуобинский продуктивный горизонт и Осинский горизонт. На предприятии у нас внедрена система непрерывных улучшений, в соответствии с которой мы постоянно оптимизируем процессы бурения. Особенностью данного месторождения является наличие траповой интрузии, которая, скажем так, склонна к интенсивным поглощениям промывочной жидкости в процессе бурения. На территории Среднебутуобинского месторождения работает 11 буровых установок. В строительстве скважин задействована одна из крупных внутригрупповых подрядных организаций РН-бурения, которая является лидером в области бурения на территории Российской Федерации. Компания обладает высокой квалификацией, оснащена высокотехнологическим оборудованием и современным парком буровых установок. На данной кустовой площадке применяется буровая установка 5000, Уралмаш, грузоподъемностью 320 тонн. Также на кустовых площадках нашего месторождения применяется китайского производства буровой установки ZJ50, грузоподъемностью аналогичной 320 тонн. На буровой работает порядка 30 человек. Это вспом персонал и непосредственно буровая вахта. В процессе бурения на буровой работает порядка 5 человек. В этом году предприятие «Тассуряхнефтегазодобыча» достигло очень важного и знакового результата. Добыто 35-миллионная тонна нефти с начала разработки Среднебутуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. В рамках значимого события руководителем предприятия была организована большая выездная экскурсия для средств массовой информации на объект. Таких высоких показателей удалось добиться благодаря инновационным технологиям, вводу ряда ключевых объектов, конечно, высокопрофессиональному коллективу. Предприятие продолжает работу по расширению ресурсной базы, активно ведет сейсморазведочные работы на лицензионных участках компании «Роснефть» в Республике Саха-Якутия. От всей вышеперечисленной работы ожидается существенное повышение объема добываемых углеводородов. Продолжаем работать по расширению инфраструктуры Среднебутуобинского месторождения, обустраиваем кустовые площадки, строим внутрипромысловые дороги, линии электропередач, работаем над реконструкцией центрального пункта сбора для повышения объема подготовки нефти. Главное достижение – персонал. Сегодня на предприятии трудится более 2000 человек. Из них вахтового персонала – 1500. Часть из них – местные кадры. Мы стремимся к тому, чтобы увеличить количество работников из региона, которые работают в Тассуряхнефтегазодобыче. Сейчас местных около 250 человек, при этом мы постоянно стремимся к увеличению их числа. Каждый день высококвалифицированные работники доказывают, что могут справиться с любой самой неординарной и сложной задачей. В свою очередь предприятие заботится о комфорте и благополучии работников во время вахты. Большая часть коллектива работает вахтовым методом, поэтому приоритет нашего предприятия – организация комфортных мест труда и отдыха для всех работников. В условиях Республики Якутия, где достаточно сложные условия для жизни, мы стремимся для наших вахтовых работников, которые проводят на вахте около месяца, создать все условия, максимальные условия для того, чтобы они не чувствовали себя обделенными. У нас построен прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортзалом.
У нас удобные, комфортные общежития с комфортным размещением. У нас хорошая столовая, их несколько на месторождении. В общем, мы стремимся к тому, чтобы досуг наших работников, свободный от смен времени, был полноценным. Все работники предприятия могут воспользоваться медицинскими услугами. Здесь организован их полный спектр. Оказание первичной помощи, диагностирование. При необходимости подключается и телемедицина. Также налажено взаимодействие с местной санавиацией. Большое внимание уделяется и вопросам безопасности работников. Специалистам, трудящимся на предприятии, доступны социальные программы, в том числе санаторно-курортное оздоровление, ипотечное жилищное кредитование, образовательный заем, добровольное медицинское страхование. Предусмотрены различные компенсационные льготы. В нашем предприятии разработан целый ряд мероприятий, акций, в которых участвуют люди, и которым мы тем самым повышаем тот уровень культуры безопасности, который уже выстроен в нашем предприятии. Люди всегда участвуют в программах, разработанных на предотвращение аварий, падений, тем самым исключая несчастные случаи, травматизм на производстве. Мы, как работодатели, обязаны предоставить любому работнику полный комплект спецодежды, безопасные условия труда и обеспечивать всем тем, чтобы любая технологическая операция была в первую очередь безопасной. Тосюряхнефтегазодобыча внедряет и поддерживает высокие стандарты в области охраны окружающей среды. Реализует программы в области углеродного менеджмента, включающие многоуровневый контроль, предотвращение утечек и выбросов. Внедряет передовые методы для снижения образования отходов и обращения с ними. В рамках мероприятий по сохранению уникальной природы Якутии Тосюряхнефтегазодобыча реализует комплексные экологические программы по восполнению природных ресурсов. В первую очередь мы работаем в таком уникальном крае, это Республика Саха-Якутия, и здесь мы работаем полностью в автономном режиме, в окружении тайги, и выполняем все те мероприятия, чтобы не разрушить ту почву, тот воздух, те водяные объекты, в которые мы работаем. Ежегодно проводится ряд мероприятий, то есть в первую очередь мы проводим компенсационное лесовосстановление, и только за текущий 2024 год уже было посажено более 527 тысяч саженцев, которые мы будем мониторить и следить за тем, как они растут, соответственно, принимать дальнейшие действия. Также ежегодно мы проводим зарыбление, то есть мы возмещаем вред, принесенный в процессе строительства. Согласно проектной документации, в зарыблении у нас это рыба-пеледь, и за 9 лет нашей деятельности уже выпущено почти что 4,5 миллиона мальков Вилюйского водохранилища, опять же здесь, на территории Республики Саха-Якутия. Также наши специалисты участвуют в акциях, во всех всероссийских и региональных конкурсах, субботниках. Мы проводим отдельные лекции для детей, то есть по той программе для учеников школы классов Роснефть. Соответственно, доводим прямо с детства, со школьной скамьи все те требования, которые касаются и безопасности труда, и соблюдения экологической безопасности. Для средств массовой информации, как мы уже говорили выше, руководство предприятия организовало экскурсию. Нам удалось ознакомиться с работой компании, побывать в цехе перекачки нефти. На данный момент мы находимся на объекте, это ЦПС «Расширение». Год ввода в эксплуатацию 2017 год. На текущую дату мы вышли на подготовку на 5 миллионов тонн в год нефти по подготовке. Вкратце расскажу вам именно подготовку. Цех вообще предназначен для сбора скважинной продукции с нефтесборов. Далее он проходит через все стадии подготовки. Это дегазация, обезвоживание и стабилизация. Тем самым мы подготавливаем нефть до первой группы качества по ГОСТу 51-858 2020 года. Потом производим перекачку нефти по нефтепроводу протяженностью 168 километров, диаметром 530 миллиметров на ПСП приемо-сдаточный пункт Ленск. И уже с ПСП Ленска сдают товарную нефть первой группы в систему ПАО «Транснефть» ВСТО. Посетила делегация и цех компримирования и подготовки газа. Эта установка предназначена для осушки закачиваемых газов в пласт. Здесь газ поступает с первой ступени компримирования
осушается за счет использования триэтиленглюколя, который потом в дальнейшем происходит очистку и подготовку цикличной системы осушки. Газ после осушки с давлением 70 кг идет на вторую ступень компримирования, где поднимается до 210 и непосредственно проходит узел учета и закачивается в пласт. Осушка газа влияет на гидратообразование. При закачке в пласт не должен быть образования гидратов в трубах. Также корреспонденты побеседовали с заместителем генерального директора по бурению. На текущий момент при бурении скважин применяется технология с винтовым забойным двигателем и системой осцилляции. Это позволяет нам поднять механическую скорость бурения на 90% и сократить цикл строительства скважины в 2 раза. Скважина средней глубиной порядка 3 километров у нас. За период с момента начала ввода в промышленную эксплуатацию Среднебытообинского нефтегазоконденсатного месторождения нами пробурено порядка 2 миллионов 200 тысяч метров проходки, построено порядка 500 скважин. Основная часть, 74%, это скважины горизонтального типа, 24% это скважины многозабойные. Одну из скважин, ту, из которой берут пробы нефти, в лабораторию нам показали в действии. Перед началом работ, стою с наветренной стороны, произвожу замер, контроль газовоздушной среды, с последующим внесением результатов замеров учета газовоздушной среды. Далее подготавливаю рабочий инструмент, стою с наветренной стороны и произвожу дренирование застойной зоны пробоотборного крана. Произвожу пролив. Беру стеклянную бутыль объемом 1 литр и отбираю пробу нефти. Проба должна отбираться не менее 1/4 объема. Экскурсия на Среднебытообинское месторождение получилась очень познавательной. В завершении нельзя не сказать, что уже на протяжении нескольких лет Досюряхнефтегазодобыча ведет подготовку молодых кадров для нефтеперерабатывающей отрасли благодаря действующей корпоративной программе «Школа, колледж, вуз, предприятие». В Ленске сегодня работает 2 профильных Роснефть-класса, где кроме основной программы ученикам преподают азы будущей профессии. Кроме того, в регионах своего присутствия, в том числе и в Ленском районе, предприятиям реконструированы и оснащены спортивные стадионы, школы и построены детские площадки.